Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. 12 декабря отмечается одна из значимых памятных дат российского государства. Это День Конституции. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Конституция – это главный документ страны, который определяет устройство российского государства. И гость студии сегодня Александр Кимкимен, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, профессор юридического факультета СВФУ и доктор юридических наук. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Прежде всего, позвольте поздравить вас с праздником, потому что эта дата очень важна для нашей страны. Спасибо. Но я думаю, что сегодня у нас есть такой хороший повод поздравить всех якутян с нашим государственным праздником, Днем Конституции Российской Федерации, который исполняется ровно 30 лет. За эти 30 лет мы прошли определенную дистанцию, выросло целое поколение новых наших граждан, которые родились и в новой России. Хотел бы отметить, что Конституция Российской Федерации принималась в достаточно сложных условиях. Если мы обратимся к истории, то 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России Первым съездом народных депутатов России. Также была создана Конституционная комиссия для выработки проекта новой Конституции, поскольку мы жили по Конституции РСФСР, принятой в 1978 году. Вообще, если говорить о хронологии Конституции России, начиная от советского периода, у нас есть Конституция РСФСР 1918 года, потом Конституция РСФСР 1925 года. Далее, вот в 1936 году была принята Конституция Союза СССР, которую называли Сталинской Конституцией. Ну, соответственно, значит, в 1937 году Конституция РСФСР и Конституция ЯССР, тогда вот применялся некий такой матрешечный принцип. Большая кукла – это Конституция СССР, внутри нее Конституция РСФСР, еще глубже – это Конституции различных автономных республик, в том числе, конечно же, Якутская ССР. А в 1977 году была принята Брежневская конституция, в 1978 году Конституция РСФСР и Конституция Якутской ССР. Я хотел бы отметить, что Конституция Республики Саха-Якутия, она почти на 1,5 года была принята раньше, чем Конституция Российской Федерации. И в этом, конечно же, большая роль принадлежит нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву, Верховному Совету 12-го созыва, которым в тот момент руководил Климент Егорович Иванов. И хотелось бы сказать, что Конституция Российской Федерации, она в целом соответствовала требованиям времени, потому что мы переходили из плановой системы на рыночные рельсы, да? И в большей степени начали говорить о правах и свободах человека, то есть мы говорим о том, что Российская Федерация – это правовое, демократическое, федеративное, социальное и светское государство. Основам права еще учат со школьной скамьи, когда появляется в программе предмет обществознания, и уже там говорят о том, что такое Конституция. Но о чем говорится в Конституции? Ну, Конституция состоит из 9 глав, где более чем 130 статей, расписаны основы конституционного строя, основные права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство, правовой статус президента Российской Федерации, Федерального собрания, правительства, судебной системы, прокуратуры и органов местного самоуправления. Ну и, конечно, я хотел бы отметить, что то, как реализуется Конституция, от этого зависит уровень и качество нашей жизни. Вот почему я в 2015 году, выступая на съезде юристов России, говорил о необходимости изучения основ российского законодательства в школьной программе как обязательный предмет. Мы же вручаем нашим выпускникам аттестат зрелости, а если они о законах ничего не знают особо, тогда как они могут называться зрелыми, да? Поэтому вот у меня была такая инициатива. В 2004 году, будучи народным депутатом в городе Покровске, мы образовали детскую академию права, и когда мы открывали
эту академию я говорил ребятам, что для меня не суть важно, чтобы вы стали юристами. Для меня важно, чтобы вы поняли, что в нашей жизни все определяется законом и правом. Право регулирует все общественные отношения, вне зависимости от нашего желания. Поэтому надо стать законопослушными. И в том, что многие граждане сегодня в пенитенциарных учреждениях, то есть за решеткой, в этом есть доля вины нашей, взрослых, потому что мы вовремя не предупредили, а наша молодежь шла, так сказать, по различным западным боевикам, представляла эту жизнь. А закон суров. Если мы сделаем определенное правонарушение, за это мы будем отвечать по полной программе, как говорится. Александр Николаевич, ну вот сам праздник День Конституции для нашей страны сравнительно молодой, ему всего 30 лет. Есть ли какие-то традиции, возможно, торжественные мероприятия, которые необходимы при праздновании? Ну, безусловно, я вот был участником торжественного заседания, посвященного 25-летию нашего основного закона в городе Москве. Там был целый цикл мероприятий, и научно-практическая конференция, и большой форум в Кремлевском дворце съездов. Ну и сегодня вот с участием главы Республики Саха-Якутия у нас прошло торжественное заседание руководства республики, общественности, посвященной этой прекрасной дате. Более того, я могу отметить, что вчера в Национальной библиотеке мы провели 91-е по счету заседание общественно-консультативного круглого стола КУСТУ, который я веду, начиная с 1996 года. Если мы посмотрим повестку проведенных заседаний, то мы там увидим по большому счету всю историю, современную историю Российской Федерации. Там и выборы президента, там и выборы депутатов Госдумы, там и выборы президента республики, главы республики, Государственного собрания, Илтумен и так далее. Более того, мы вчера еще провели в стенах Северо-Восточного федерального университета очередное 19-е заседание студенческой дискуссионной площадки «Будь первым», где обсуждалась тема «Моя, твоя, наша Конституция». Значит, исторический аспект и, значит, ракурс будущего развития. И были представлены замечательные доклады, как молодежь видит сегодня реализацию Конституции. Даже были некоторые критические замечания к отдельным статьям. Все это говорит о том, что молодежь воспринимает Конституцию. И я всегда говорю о том, что Конституция вообще-то должна быть настольной книгой для каждого из нас, вне зависимости от нашей профессиональной принадлежности, потому что мы можем каждый раз читать Конституцию новыми глазами, с высоты прожитых лет, приобретенного опыта, знаний и так дальше. В начале нашей беседы вы отметили, что в советское время было несколько конституций в государстве. Это регулировалась автономная республика или нет, а также самой большой страной единением союзных республик. Это очень интересно, и на самом деле я узнала об этом только сегодня. Есть ли еще какие-то интересные факты, связанные с Конституцией? Ну, я считаю существенным сказать о том, что представители Республики Саха-Якутия во главе с нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым непосредственно активно работали в составе Конституционной комиссии. И благодаря их усилиям вот у нас признано, что республика, в скобках государство, статья 72, которая говорит о разграничении полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами власти субъектов Российской Федерации, тоже во многом имела огромное значение. Более того, по поручению Михаила Ефимовича, при разработке проекта федеративного договора тоже работала большая группа якутских юристов. Это наш профессор, основатель высшего юридического образования Федоров Михаил Михайлович, Дмитрий Николаевич Миронов, Егор Михайлович Ларионов, Анатолий Дмитриевич Петраков. И они, конечно же, обогатили вот работу этой конституционной комиссии. Более того, вот эта инициатива Михаила Ефимовича Николаева о заключении федеративного договора я считаю очень важной, потому что федеративный договор носит учредительный характер, и мы в основе своей сохранили единство нашей страны. И это очень важно подчеркнуть. Ну и в последующем реализация Конституции, конечно же, зависела от наших избранных лидеров. Это президент
республики, Вячеслав Анатольевич Туров, Егор Афанасьевич Борисов, ну и ныне действующий всенародно избранный глава республики Арсений Сергеевич Николаев. Большая роль принадлежит Верховному Совету 12-го созыва. В последующем по реализации Конституции, конечно же, активно работало Государственное собрание Илтумен. И я горжусь тем, что я в течение 4 созывов был народным депутатом. Горжусь тем, что 4 года работал с Михаилом Ефимовичем Николаевым. Сначала как помощник председателя Верховного Совета и как первый руководитель администрации президента. Это были интереснейшие годы, когда мы создавали Алроса, когда принимались очень важные для жизни республики законы, когда мы подписывали соглашения по экономическим вопросам, когда мы подписывали соглашения по разграничению собственности, которые стали первоосновой для наполнения бюджета республики. Вот если говорить о важности, как вы оцениваете реализацию конституционных положений в нашей республике? Но я считаю, что мы сегодня один из таких заметных, динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. И, конечно же, хотел бы отметить, что здесь есть тесное взаимодействие между органами государственной власти нашей республики. Я уже упомянул деятельность главы, деятельность парламента республики, ну и общественность. Взаимодействие власти и общества – это одно из, наверное, важных черт нашей республики. Ну и то, что у меня есть авторская программа, начиная с 2016 года, я веду программу «Конституция и мы». Приглашая разного рода гостей, мы раскрываем потенциал Конституции, реализации тех или иных конституционных положений, будь то это права коренных малочисленных народов Севера, будь это развитие языков, традиционных национальных видов спорта, будь это деятельность парламента по тому, чтобы принимать региональное законодательство, которое соответствовало бы по духу Конституции Российской Федерации. Поэтому мы живем в стране и стремимся к тому, чтобы Конституция нас защищала, и мы, чтобы в ответ уважали Конституцию и реализовывали основные положения, каждый раз развиваясь, каждый раз принося своим общественно полезным трудом какие-то плоды для того, чтобы страна развивалась. Я очень надеюсь, что будет действительно так, потому что в первую очередь это зависит от гражданского самосознания. Благодарю вас, Александр Николаевич, что стали сегодня нашим гостем и рассказали действительно важные вещи об основном законе нашей страны. Спасибо вам. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.